Моцарт в современной интерпретации. В Республиканском театре оперы и балета впервые покажут оперу «Дон Жуан». Современные декорации и образы перенесут зрителя из привычного для произведения XVIII века в наши дни, где огромную часть жизни занимают мессенджеры и соцсети. Подготовка к премьере началась еще в прошлом творческом сезоне. Чем удивят артисты своего зрителя, узнал Павел Королев. Пожалуйста, до эфира, вам надо успокоиться, к тому же мне есть что отказать. Опера Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» была написана еще в XVIII веке. Историю о покорителе женских сердец ставили многие музыкальные театры мира. И вот очередное прочтение. Уже в эту пятницу на сцене Республиканского театра оперы и балета премьера. За 2 столетия «Дон Жуан» заметно изменился. Вместо привычных декораций – экраны, пышные платья и элегантные костюмы сменила современная одежда, а в руках главных героев – смартфоны. Эта зависимость от этих гаджетов, она у нас стоит на первом месте в этом спектакле. Все сцены, все идеи, они как бы показываются сквозь призму не живого общения, а общения через мессенджеры, соцсети. Но и это рождает определенного рода приключения. Идея современного «Дон Жуана» появилась у белорусского режиссера Ольги Поляковой. Со своей идеей она участвовала в конкурсе оперных проектов во Франции. Оригинальную трактовку мирового шедевра воплотила постановочная группа нашего театра. Я бы сказала, что это одна из самых интересных моих ролей. До этого я играла всегда очень положительных героинь, где нужно было нести там свет, радость, тепло, какую-то грацию, восторг. А здесь это, я бы сказала, огненная гиена с примесью каких-то, не знаю, адских чертиков. Просто все виды агрессии, какие возможны на свете, это вот все в моей героине. И это настолько интересно. Работа над постановкой началась еще в прошлом творческом сезоне. В спектакле примут участие 9 солистов, хор и музыканты оркестра. Всего около 40 человек. По словам дирижера-постановщика, это оптимальное количество участников для исполнения музыки Моцарта, который, несмотря на современную интерпретацию спектакля, остается неизменной, такой, какой ее написал великий композитор. Вообще Моцарта петь очень сложно. Пожалуй, если сравнивать с нашим Чайковским, то вот это близко, этот материал. Но музыка очень красивая и такая, как бы, не с этого мира, как я говорю. Вот. Но мне приятно работать, потому что всегда, когда поешь Моцарта, это всегда для тебя рост, и ты осваиваешь что-то новое, ты учишься, ты растешь. Опера прозвучит на итальянском языке, речитативы в ней на русском. Происходящее на сцене будет отображаться на экранах. Всех секретов организаторы не раскрывают, но уверены, постановка найдет своего зрителя. Павел Королев, Ксения Мишарина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.